О самых заметных событиях среды 31 мая вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Петр Васильев. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. Участие в выборах, Ленский мост и главные достижения республики. Айсан Николаев рассказал журналистам о встрече с Владимиром Путиным. В Якутске состоялась российская конференция для предпринимателей «За бизнес». Рейтинг регионов. На мероприятии собралось более 180 участников. Якутские боевые шелкопряды. Жительница столицы организовала движение по пошиву маскировочных сетей. Остались считанные дни до начала второго регионального инвестиционного форума «Мирная территория развития». В Якутск прилетел бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине по стрельбе из лука Баир Баденов. В программе визита мастер-классы и тренировочные занятия. Глава Якутии Айсан Николаев рассказал журналистам об итогах встречи с президентом страны Владимиром Путиным. Владимир Владимирович в курсе всех вопросов развития нашей республики. Живо интересовался вопросами социального, экономического, стратегического развития. Он выразил благодарность всем якутянам за хороший труд в непростых условиях последних лет, за высокие достижения в промышленности, экономике и социальном развитии, сообщил глава региона. Напомню, рабочая встреча Владимира Путина с Айсеном Николаевым состоялась 29 мая. Добрый день. Конечно же, встреча с президентом нашей страны Владимиром Владимировичем Путиным очень важна. Хочу особо отметить, что президент прекрасно в курсе всех вопросов развития нашей республики, очень живо интересовался по социальным вопросам, по экономическим вопросам, по вопросам стратегического развития нашей огромной территории. Выразил благодарность всем якутянам за такой хороший труд в непростых условиях последних лет, за прекрасные достижения промышленности, прекрасные достижения в экономике, в социальном развитии. И под камерой это говорил, и после уже того, как камеры вышли, о том, что, безусловно, конечно же, главный результат вот этого социально-экономического развития – это увеличение численности населения, повышение реальных доходов населения, появление новой социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, которая позволяет улучшать качество жизни людей. Разговор у нас был достаточно обстоятельный, мы сидели намного более часа и, конечно, обсудили широчайший спектр вопросов, касающихся и отдельных отраслей экономики, и вопросы социальной сферы, развития дальнейшего города Якутска. Конечно же, были затронуты такие вопросы, как реализация проекта Ленского моста, реализация других крупнейших транспортных проектов на территории республики. В целом состоялся очень обстоятельный, очень важный для меня и для нашей республики разговор, который позволит нам развиваться в последующие годы еще более быстрыми темпами. Конечно же, я и спросил у президента об его отношении к моему желанию участвовать в выборах. Президент поддержал это желание, пожелал удачи, похвалил за результаты пятилетней деятельности и пожелал, чтобы в последующем результаты были такие же хорошие. Президенту России Владимиру Путину представили креативные проекты республики в ходе встречи с представителями индустрии в центре ЗОТа в Москве. Всего свои проекты представили 22 лучших представителя креативной экономики страны, в том числе двое якутян. Руководитель корпорации развития Якутии Афанасий Савин и директор Якутской республиканской киносети Петр Черяев. При этом глава государства поддержал их предложение о разработке госпрограммы кинофикации сельских территорий. В 2022 году Якутия была признана лучшим креативным регионом страны по итогам Российской национальной премии в сфере креативной индустрии Russian Creative Awards. Первый заместитель генерального директора Русгидро Роман Берников во время рабочей встречи с главой Якутии представил нового руководителя ПАО «Якутскэнерго». Предприятие возглавил Гаврил Алексеев. Он работает в системе энергетики уже 20 лет, 10 из них в Якутскэнерго, остальные 10 в Сахаэнерго, где последние 3 года руководил компанией. Уверен, что под его руководством Якутскэнерго обеспечит надежную работу энергетического комплекса республики, отметил Айсан Николаев. Напомню, Якутскэнерго с марта 2020 года возглавлял Алексей Стручков.
Развитие промышленного производства на Алданской земле обсудили в рамках рабочего визита в район министра промышленности Якутии Максима Терещенко. О планах и перспективах подробнее узнал Руслан Павлов. Министр промышленности Якутии Максим Терещенко в Алдан приехал по вопросам развития промышленного кластера. Однако одним из первых объектов для посещения выбрал экспериментально-производственный участок Самолазовский ПАО «Селигдар» как пример промышленного освоения территорий и применения новых технологий в производстве. Здесь вы видите реальное производство, которое уже сегодня реализуется. И очень важно показать другим инвесторам, вот у нас сегодня в течение дня эти встречи предстоят, что в Якутии можно работать эффективно. Органы власти всех уровней оказывают содействие всем компаниям. На Самолазовском министру показали экспериментальную установку для обжига золотоносной руды, не имеющей аналогов в мире. Этот метод подготовки сложных руд к извлечению золота эффективный, но энергозатратный. Поэтому на повестке стоял вопрос перспективы использования природного газа от трубопровода «Сила Сибири». Решение вопроса позволит отказаться от дорогостоящего привозного топлива, увеличить объемы производства и сократить издержки предприятия. У нас есть планы, которые подразумевают увеличение потребления энергии как и на этом объекте, как и на новостроящемся объекте. Вот хвойное мы запускаем, тоже есть проблема по энергетике. Поэтому вопрос надо решать. И мы поняли, что да, есть понимание со стороны поддержка Минпрома. Я думаю, что это воплотится в каких-то решениях более конкретных. Процесс идет, но довольно такой замедленный. Надеемся, что все будет решено и, соответственно, мы получим ту энергетику, которая нам сегодня необходима. Ну, речь идет о газе. Газ, да. Газ очень актуальная тема, потому что газопровод проходит рядом, тут 1,5 километра до него, поэтому идет сегодня согласование решения, как нам к нему подключиться. Максим Терещенко провел совещание с участием глав района и потенциальными инвесторами по селигдарскому месторождению апатитов. Проект перспективный, долгосрочный и вписывается в задачи, которые ставит перед регионами президент Владимир Путин. У нас будет отдельный визит с институтом, скажем, на месторождение. То есть мы разберем свои рабочие вопросы, которые пока не освещаем. Тем не менее, затем с участием главы района обсудим уже дальнейшую подготовку этого месторождения к реализации и развитию. Напомню, не так давно к нам приезжал министр природных ресурсов. Проводили серьезное совещание по вовлечению новых месторождений, по геологоразведке. И там, конечно же, есть позиции по Алданскому району. И по развитию месторождений, которые раньше были открыли, в том числе апатитовое, и, соответственно, по постановке новых объектов по геологоразведке. Как заявил министр, рост промышленного производства в республике составляет 8%. Сегодня стоит задача наращивать показатели, а сделать это возможно лишь при создании новых производительных сил как на отдельных территориях, так и в масштабах регионов и всей страны. Как пример министр привел грандиозный проект по Кючускому золоторудному месторождению, в котором принимают участие крупнейшие компании «Росатом» и «Селигдар». Руслан Павлов, Сергей Шипачев, Александр Лукин. Алдан. В Якутске состоялась Всероссийская конференция для предпринимателей «За бизнес. Рейтинг регионов». На мероприятии собралось более 180 участников. Представители органов государственной власти, правоохранительных органов и бизнес-сообщества. Основной темой конференции были вопросы по снижению давления на бизнес со стороны государства. Это и проверки надзорных органов, и установление препонов для заключения контрактов по госзакупкам, возбуждение уголовных и административных дел. В целом, Якутия находится в топе регионов, где давление на бизнес значительно ниже, и многие предприниматели его и не замечают. Были приняты меры по цифровизации, которые тоже сегодня мы информацию озвучили. Мы восстановили более 1000 прав предпринимателей. Удалось путем принятия мер реагирования погасить задолженность порядка 700 миллионов рублей перед предпринимателями. Это все то, что делается органами прокуратуры совместно с органами исполнительной власти. Мы открыты, мы готовы предпринимателей восстанавливать их права. Ну, для этого, как показало сегодняшнее обсуждение, необходима активная позиция и предпринимательского сообщества. В Якутске в рамках Всероссийской конференции для предпринимателей «За бизнес. Рейтинг регионов» также прошел прием предпринимателей из Якутии.
На встрече якутские владельцы малого бизнеса задали юридические вопросы, связанные с их предприятиями, прокурорам, сотрудникам Следственного управления и уполномоченным по защите прав предпринимателей. Субъекты бизнеса обратились по вопросам, связанным с расследованием уголовных дел, даны разъяснения по получению услуг по лицензированию пассажирских перевозок и перевозок опасного груза. Рассмотрены проблемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Якутска. В ходе приема всем заявителям даны исчерпывающие разъяснения правового характера. По поступившим обращениям организованы проверки, результаты которых поставлены на контроль. Мероприятия, конечно, стоит проводить и чаще, так как я являюсь представителем малого бизнеса, и нас мало кто слышит. У нас есть союз малого бизнеса, в котором тоже я принимаю участие. Да? У нас есть председатель союза малого бизнеса, который борется за нас. Нас очень мало осталось. Где-то человек 500, наверное, которые мизер. Да? И поэтому нас мало кто из вышестоящих органов встречает. Надо встречаться. И в таком формате встречаться, и в городском формате встречаться. Да. Современные технологии лесозаготовки и переработки древесины. В столице республики в 5-й раз стартовал лесопромышленный форум Якутии. Он является ключевым мероприятием в сфере лесопромышленного комплекса на Дальнем Востоке. Подробнее расскажет Валерия Наумова. 5-й лесопромышленный форум является не только единственным в России, проводимым на постоянной основе учебным заведением, но и ключевым событием лесного комплекса Дальнего Востока. Изначально его начали проводить для студентов нового факультета АГАТУ – лесной комплекс и землеустройство. Его основали в 2018 году с целью обеспечения кадровой подготовкой специалистов лесного направления. За 5 лет, конечно, проведена очень большая работа. Мы провели лицензирование и аккредитацию по 10 направлениям подготовки. Следовательно, мы открыли новые направления подготовки, как технологии лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств. По всем направлениям мы получили подготовку по магистратуре. Следовательно, также мы лицензирование прошли по подготовке ландшафтной архитектуры. Каждый год форум знакомит представителей органов власти и лесопромышленного бизнеса региона с современной спецтехникой, оборудованием и технологиями для лесозаготовки, деревообработки и лесовосстановления. Помимо этого, мероприятие является площадкой для обсуждения актуальных проблем отрасли и перспектив развития лесного комплекса Дальнего Востока. Форум имеет целью как раз обсудить со специалистами проблемы существующие, выработать резолюцию, которая будет направлена на совершенствование взаимоотношений. А здесь присутствуют специалисты российского уровня, международных, других стран специалисты, республиканские специалисты, которые понимают все взаимоотношения в лесном комплексе Республики Саха-Якутия, имеют очень хорошие предложения. Со своими докладами выступили около 16 представителей лесопромышленных предприятий, представители профильных органов власти и государственных организаций Якутии. Тема моего доклада профильная, касается лесопромышленности, это формирование лесных деклараций. Наше программное обеспечение как раз это позволяет. И вот в рамках доклада я хочу рассказать о нашем решении, его преимуществах и пользы для региона Якутия. Консолидация и выработка стратегических решений, которые в будущем помогут и лесопромышленности, и тем, кто осуществляет лесное хозяйство. Это первостепенная задача мероприятия. Найденные впоследствии точки соприкосновения позволят осуществлять заготовку и наименьшим образом влиять на экологическую обстановку в республике. Валерия Наумова, Семен Семенов, Якутск. Остались считанные дни до начала 2-го регионального инвестиционного форума «Мирная территория развития». Предстоящий форум – это уникальная площадка для обсуждения важных вопросов развития районов Западной Якутии. Подробнее расскажет Анна Васильева. Совсем скоро в Мирном будет введена в эксплуатацию новое здание Центра дополнительного образования детей, так называемый Дворец детства, строительство которого началось еще в январе 2021 года. Данный проект по строительству Дворца детства вообще был принят на первом инвестиционном форуме в 2019 году. Он назывался Первый инвестиционный форум «Западная Якутия. Территория развития». И благодаря этому инвестфоруму был толчок для того, чтобы начать развивать вот это направление по дополнительному образованию детей.
Сейчас в центре работают 32 различных кружков, которые посещают около 1500 детей. Как бы не хотелось охватить большое количество детей, квадратура помещения не отвечает требованиям, так как здание находится на первом этаже жилого многоквартирного дома. А с вводом нового здания охват детей, посещающих Центр дополнительного образования, в разы увеличится. Уверены, что в этом здании будут созданы все условия для развития подрастающего поколения в дополнительном образовании Мирнинского района. В связи с вводом Дворца детства также у нас предусматривается создать более 10 рабочих мест. Это создание новых рабочих мест, можно сказать, да? И все рабочие места будут созданы в рамках бюджета Мирнинского района. Общая площадь Дворца детства составляет 6000 квадратных метров. Тут будут созданы все условия для развития детей. Это технопарк «Кванториум», IT-куб, Центр по изучению иностранных языков и раннего развития детей, культурно-образовательный центр с зрительным залом на 300 мест. Порядка 2000 юных мирнинцев с начала нового учебного года смогут посещать 40 различных кружков и секций. Анна Васильева, Мирный. Голосование по выбору объектов благоустройства в Якутии подходит к концу. А сделать свой выбор можно еще в течение дня. В этом году республика представила 50 общественных территорий. Это площади, набережные, зоны отдыха, скверы, парки и аллеи в 21 населенном пункте. Отмечу, что лидером голосования остается проект благоустройства сквера Юрия Гагарина в Якутске. Ну а поучаствовать в голосовании могут жители республики до 12 часов ночи по местному времени. Мы для вас сделали максимально простую схему голосования. Достаточно зайти в интернет, набрать 14.городсреда.ру, и там сразу будет возможность проголосовать. Голосование у вас займет не больше 10-15 секунд. И нам очень важно, чтобы именно те объекты, которые вам больше всего нужны, попали в эту программу. Поэтому я вас призываю сегодня проголосовать, чтобы именно тот объект, который больше всего вам греет душу, вошел в эту программу, а не какой-нибудь другой. В феврале этого года в Нерюнгри поступили 2 новые комбинированные дорожные машины. Современные специализированные автомобили предназначены для круглогодичной работы. С техническими характеристиками техники ознакомилась Ирина Жданова. Такая техника избавляет дорожные службы от необходимости использовать несколько автомобилей в разные сезоны. Достаточно лишь установить необходимое оборудование, и можно приступать к выполнению различных видов работ. Эта техника на дорогах города работает круглый год. Зимой убирает снег и борется с наледью, очищает проезжую часть, осуществляет подсыпку и распространение противогололедных материалов. Сейчас, с наступлением тепла, машины переоборудованы на летнее содержание дорог. Это вспомогательные машины, которые на данный момент собирают щебенку к бордюрному камню, который в дальнейшем будет убираться также механизированным и ручным способом и вывозиться с территории проезжей части. Также эти машины предназначены для проливки, прочистки наших тротуарных дорожек, для того, чтобы было комфортно нашим жителям ходить, и сбивания пыли, чтобы по городу было также комфортно ходить, ездить, и машины меньше загрязнялись. Самый большой объем работ выполняется тогда, когда меньше всего движения автомобилей. Это утром с 5 до 9 часов, поздно вечером или в ночное время суток. Основные задачи – это уборка щебня, мусора, промывка проезжей части, тротуаров, внутриквартальных дорог, а также чистка дорожных знаков. Нам дают задания какие-нибудь улицы делать. Мы делаем каждому свое задание. 2 машины. Сложность то, что в городе много, большое движение, много машин. А так управлять легко. Очевидно, что порядок на улицах и своевременная уборка города положительно влияют не только на его облик, но и на самосознание жителей. Соответственно, чистота – это ключевой фактор комфортной среды, который необходимо поддерживать на должном уровне. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. В Намском Улусе состоялось чествование Героя России Александра Колесова, который проявил героизм в ходе специальной военной операции. Это стало еще одной героической страницей в истории Улуса. Земляки с волнением и гордостью встретили на родной земле своего соотечественника. Александр Колесов родился в селе Арбын и учился там до 1 класса. Герой вместе с ветеранами боевых действий возложил цветы к памятнику участников локальных конфликтов.
Далее он посетил дом Улан-Хо, где состоялась церемония благословения. Здесь же он встретился с учениками школы, рассказал о подвигах российских военнослужащих, мужской дружбе, верности, любви к родине и родному краю. Очень тепло встретили. Вот. Это моя родная земля. Я здесь родился, вырос, до 1 класс окончил. Вот. Но все-таки память о моей родине всегда со мной была и будет. И сегодня, вот, вдыхая воздух моей родной земли, вкусив кумыс, для меня это очень символично. И я переполнен эмоциями и энергией. Нынешнее поколение гордимся и берем пример настоящих воинов, которые, несмотря ни на что, встают на защиту Родины. Добровольцы волонтерского движения «Боевые шелкопряды Якутии» сплели и отправили бойцам-якутянам 250 наборов маскировочных сетей и нашлемников. С производством добровольцев ознакомилась Марфирина Алексеева. Ежедневно в волонтерский пункт «Боевые шелкопряды Якутии» приходит около 20 добровольцев. Сменяя друг друга в разных обязанностях, один выкраивает полотна, другой разрезает на матерчатых полосах специальные вырезы, третий подвязывает получившуюся фигурную ленту на сети. И это только на первый взгляд может показаться простым делом. Мозоли на пальцах, дискомфорт в суставах, спине и шее здесь никого не смущает. Знаете, хоть если болит, то только когда придешь домой. А тут, когда делаешь, знаешь, что ты это делаешь для людей, которые в этом нуждаются. Все для победы, для наших ребяток, дорогих, любимых, родных. Поэтому как-то тут не чувствуешь, даже пальчики вот не болят. Волонтеры в основном люди пенсионного возраста, трудятся бесплатно. На закупку расходных материалов и их доставку деньги они собирают, скидываясь личными средствами. У нас такое воспитание советское, поэтому мы патриоты. Сейчас ухожу в отпуск, и вот на время отпуска буду работать, помогать. У меня мама, уже достаточно пожилой человек, 41-го года рождения, она говорит, я хочу дожить до победы. Победы нашей страны. Мой супруг инвалид Отечественной войны, ушел из жизни, его сейчас нету, и он бы был очень рад тому, что я пришла вот как волонтер помогать. Волонтерское движение сформировалось в феврале этого года. Они являются филиалом Всероссийского добровольческого движения. Жительница Якутска Марина Васильева, посещая раненых бойцов из Якутии, решила, что будет помогать солдатам. Сегодня в WhatsApp-группе волонтеров около 160 человек. Встретившись с нашими ранеными в Санкт-Петербурге, с тяжелым ранением парнишка, и понимаю, что их как-то надо защитить, вот именно маскировочными сетями пришла такая идея. Первая партия была привезена из Санкт-Петербурга, и там я встретилась с моим куратором Инной Суворовой, которая меня научила, показала. Сети изготавливаются из специального маскировочного материала. Готовое полотно защищает бойцов не только визуально, но и от тепловизоров квадрокоптера. Расцветка разная, зависит от запросов бойцов и их местоположения. Волонтеры держат связь с участниками, находящимися в зоне СВО. Также к ним приходят мобилизованные, добровольцы или приехавшие в отпуск бойцы. Наша душа здесь вложена ради победы, чтобы все скорее прекратилось. Когда они сюда приходят, просто вот мы одно просим: берегите себя, ребятки, мы для вас вот делаем, и все. Они просят, чем больше вы нам дадите сетей маскировочных, тем больше нам это, потому что они едут туда. Он один поехал, да, а он еще другу хочет привезти. Обучиться изготовлению маскировочной сети приезжают представители разных районов. После они возвращаются обратно и обучают неравнодушных на местах. Как отмечают волонтеры, помощь предлагают много людей. Кто завезет обед или изготовит макет для плетения. Важна любая помощь. Поддержку начали оказывать предприятия при перевозке материалов и доставке готовых изделий. Даже был организован благотворительный концерт. Наш регион в этом отношении, он просто выделяется. Буквально писали ребята, что у меня там сослуживец из Приморья, вот он прямо говорит, что ничего себе, как вам помогают, не забывают, как хорошо. Поэтому это такие истории, они греют душу, конечно, и тоже хочется внести свой вклад. Если и вы хотите оказать какую-либо помощь, можете подойти по адресу Дзержинского, 62 с 9:30 до 22 часов в любой день недели. Марфирина Алексеева, Джулустан Иннокентьев, Якутск.
Жители Ленского района от 14 до 22 лет могут оформить Пушкинскую карту. А в районной библиотеке появилась услуга, которая поможет школьникам и студентам в кратчайшие сроки получить карту с лимитом в 5000 рублей на посещение различных культурных учреждений, в том числе кинотеатров. Оформление карты много не займет времени, сделать это можно и самостоятельно. Для этого необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале госуслуг. А если у кого-то возникают проблемы, то можно прийти в библиотеку. В секторе электронных услуг в течение всего лишь нескольких минут помогут получить эту карту. Оформить Пушкинскую карту можно в нашем городе в Центральной районной библиотеке. Необходимо взять с собой паспорт и СНИЛС. И если у вас не подтвержденная учетная запись, то необходимо будет подтвердить ее в онлайн-банке. Если не получается подтвердить в онлайн-банке, тогда можно подтвердить через многофункциональный центр «Мои документы». А уже с выпуском карты, с работой в приложении госуслуги «Культура» помогут в Центральной библиотеке. В Якутск прилетел бронзовый призер Олимпийских игр в Пекине по стрельбе из лука Баир Баденов. Он встретился со сборной команды республики и с юными воспитанниками. Провел мастер-класс и тренировочные занятия. Кроме этого, именитый спортсмен ответил на вопросы детей, рассказав о своем пути к медалям Олимпиады. Напомню, в Якутск также приедет олимпийский чемпион по вольной борьбе Сослан Рамонов. 1 июня, в День защиты детей, Баир Баденов и Сослан Рамонов примут участие в республиканском фестивале «Саин». У нас очень сложный вид спорта, и очень много не понимают сильнейших спортсменов, лучников. Они не всегда выигрывают у нас, поэтому у нас очень сложно. И в техническом плане, и в психологическом плане все очень сложный вид спорта у нас. В Якутии стрельба из лука очень сильно, хорошо развивается. Очень люблю приезжать в Якутск, если честно. Поэтому сейчас с удовольствием сюда приехал. Сегодня в 21:00 на телеканале НВК «Саха», а также на радио Т-Тим смотрите и слушайте передачу «Разговор с Илдарханом». Глава Якутии Айсан Николаев расскажет об итогах уходящего мая и планах на грядущих месяц июнь. Но это были все новости к этому часу. До новых встреч!